Новосибирске переживают. Настойчиво предлагают проследовать в отдел. Непонятно зачем, непонятно почему. Бросить вещи. Нарушает напрямую гражданские права. Ну, то есть так у нас можно. Поедемте, проедемте. Я отказываюсь следовать куда-либо. Регистрационного номера нет. В любом случае. В любом случае вас что? Надо доставить в отдел полиции. На основании чего? Вы же паспорт проверили у меня. Ваших документов. Вас сказано доставить в отдел полиции. Но вы же брали у меня паспорт. Нет, я вас не собираюсь сейчас задерживать, не везти никуда. Вы идете в Новосибирск, идите в Новосибирск. Я иду в Новосибирск. Да. До отдела полиции. Мы вам покажем, где находится. Вы пройдете. Я сегодня не дойду. А? Я сегодня туда не дойду. Ближайшего, значит, отдела полиции. И все. Я вас не заставляю там не вести вас, чтобы вы вещи свои бросали. Как вы сами следуете своим ходом. Но у меня есть законное основание как бы проверить вас по базе в отделе полиции. Вы брали же у меня документы и пробивали по базе. Ну, Объясните мне, база у нас общая? Да, общая. Ну, так а почему вы не можете связаться? Чтобы я проверил. Так вы можете это сделать в отделе. Я на трассе, я никуда не убегу. Вещи я не брошу. Подождите, я вам объяснил свои как бы. Я понял. Я вам сказал, что я вас сейчас не задерживаю, ничего. Вы как шли в Новосибирск, вы идете в Новосибирск. Хорошо. До ближайшего пункта полиции. Я должен добровольно явиться? Да, смотрим ваши данные, да. Я вас не задерживаю. На основании чего? Повестку мне тогда вручить? Я не желаю. Я не желаю. Я свободный человек, да. Я там не прописан, я транзитом. Вы всех пассажиров будете, все вот машин давайте останавливать и везти в отделение. Основания, мне нужны основания. Ваш паспорт действительно, пока вы не придете в отдел полиции. То есть как? То есть есть подозрение, что это поддельные документы? Возможно. Хорошо. Проверят. Продолжение следует. Удалились. Шифруется. Наверное, будут ждать, где на ночлег встану. Они развернулись. Вы вообще здесь крутая, если честно. Вот, кофе решил попить. А им интересно, жены сделали бутерброды. Наша служба и опасна, и трудна. В Иркутске они за мной даже в туалет ходили. 3 суток. А неделю назад в грозу в 2 часа ночи приехали поинтересоваться, все ли у меня в порядке. Зря мы на сотрудников наговариваем. Заботятся. Вот таким образом будем от Гадья огораживать сотрудников. И прочее.
бездарно работают. Здравствуйте. Не здороваются. Все хорошо у вас? Все хорошо у вас? Беспокоитесь? У меня замечательно. Все по какому поводу это? Как бы я сейчас не расположен к беседе. Человека ожидаю. Главное управление МВД. Можно вас определить? Можно, вы же вчера у меня смотрели. Можно сейчас посмотреть. Деньги заберите. Да? Если неоплаченные штрафы имеют? Что? Неоплаченные административные штрафы имеют? Нет. Вы на территории Иркутской области привлекались к ответственности? Да, оплачено. А есть квитанции? А у меня с карты высчитали деньги. Еще раз. С карты высчитали. Был Приложение арест в карты. телефоне есть, покажите, Что? пожалуйста. Приложение в телефоне есть, покажите, пожалуйста. А вы можете узнать в Сбербанке по аресту. Мне тогда придется с вами проехать до отделения, Куда? где я должен по базе посмотреть. Я вас просто нормально, просто покажите приложение Сбербанка и все. Я там, по-моему, удалена история. Сейчас, одну минуту. Без проблем. Я же вас... Помните, вы вольные люди. Осталось только обозначить это. Иначе это будет продолжаться бесконечно. Подъезжали люди из Юрги, семейная пара, Надежда и Сергей. Говорили о многом, сходимся в одном и том же. Много на разных языках, разными словами говорим, но думаем одинаково мысли. Нам нужно восстанавливать родовые связи. Мы это утратили, теряли. Мы не знаем не то, что кто в соседнем доме живет, в соседней квартире. Для нас двоюродный брат – это уже что-то далекое. Объединение. Ах, да, вот еще о чем. Эти люди совершенно недавно узнали, что есть такое движение, что есть шаман. На следующий день Ярослав подъезжал. Та же самая ситуация. Из Кемерово он. Тоже человек узнал абсолютно недавно. И таких людей еще очень-очень много, которые узнали совсем недавно. Вот вам и ответы на вопросы, зачем шел волк. Для этого и шел. Поднял упавшее знамя. Пока перетрясали, перетирали всяческие расходы и доходы участников и прочее, я иду. Я умею ходить, поэтому иду. Как говорит Виктор Алексеевич, нужно стать человеком прямоходящим. А я хочу стать, вернее, и был всегда человеком прямо смотрящим. Оторвите взгляд от земли. Всем всех благ, слава роду, уруй, айхау. Я иду, потому что у меня есть ноги, я умею ходить, и поэтому иду.